Я хочу обратиться к главе ГКНБ, уважаемый Хамчибек Кадрашаевич. Этот беспредел может остановить только вы. Ранее я говорила о истории, которая связана с мошенничеством вовлеченных сотрудников прокуратуры. Это по дорогостоящим машинам. В 2021 году потерпевший мой клиент был подвергнут мошенничеству со стороны сотрудника Балачинской прокуратуры, а также нотариуса. В 2021 году сотрудник Балачинской прокуратуры, введя в заблуждение, взял дорогостоящие машины для дальнейшей перепродажи и скрылся. Эти машины по поддельной доверенности, которую выписывал этот нотариус, ушли третьим лицам. Сейчас нанесен ущерб на сумму $64 тысячи моему потерпевшему. Бывший нотариус, он не привлечен к ответственности, а двое лиц, которые были соучастниками этого преступления, они покинули страну, благополучно находятся в Америке. Производство уголовного дела, находящееся в суде Первомайского района, приостановлено в связи с тем, что нет обвиняемых. И сейчас то, что не задерживают нотариуса, да, мы не знаем, покинет ли он тоже страну и останется ли это дело вообще не раскрытым, да, не предпринимаются никакие действия по поимке нотариуса и никакие действия не предпринимаются по поимке этих мошенников в Америке. И на сегодняшний день дело просто не доведено до суда абсолютно, и никому не предъявлено, по сути, обвинение. На сегодняшний день это дело просто не двигается в связи с тем, что есть прямая заинтересованность Генеральной прокуратуры, прямая заинтересованность Министерства внутренних дел. На сегодняшний день дело расследуется в ГСУ МВД, выделенное дело в отношении нотариуса. Ранее он был и государственным нотариусом. Это дело не двигается с мертвой точки из-за покровительства больших людей в Генеральной прокуратуре. Убедить меня в том, что нет покровительства, они меня не могут. Почему? Обосновываю. Этот нотариус, он был и ранее привлечен 4 раза по разным видам уголовного преступлений, в том числе и мошенничества. Сегодня выясняется, что данный нотариус объявлен в розыск центральным аппаратом ГКНБ от 8 сентября 2023 года, также по факту мошенничества, но его просто не разыскивают. То есть и ГКНБ его не разыскивает. Я уверена, что об этом деле вы не осведомлены. Под всяческим покровительством это дело спускается на тормоза. То, что сейчас он находится в розыске в рамках уголовного дела в центральном аппарате ГКНБ, то, что он сейчас в рамках расследуемого дела в ГСУ МВД, ему заочно предъявлено обвинение, но не избрана мера пресечения, это просто нонсенс, потому что если предъявляют заочное обвинение, то и сроки есть, да, и они же нерастяжимые и не бесконечные. Но до сегодняшнего дня ему не избрана мера пресечения, даже не связанная с заключением под стражу. На сегодняшний день он разгуливает прекрасно, да, по территории Кыргызстана и никак не привлекается к уголовной ответственности. И каким образом можно объяснить просто бездействие, да, грубейшее бездействие со стороны МВД, и со стороны ГКНБ в данном случае, потому что и в рамках вашего уголовного дела его не разыскивают. Есть формальное постановление от 8 сентября 2023 года о его розыске, но по сегодняшний день он всячески уклоняется. О больших покровительствах они сами говорят, и не скрывая, и в Генеральной прокуратуре об этом. Все наши обращения и к следственному судье, все наши обращения и видеообращения, и письменные обращения не находят результатов. Сейчас якобы говорят, что этот нотариус болеет, да, что он находится там в прединфарктном состоянии. В рамках уголовного дела в ГСУ привезли справку, что он находится на лечении. Но потерпевший лично обошел все больницы кардиологические и не нашел ни одного человека с этим фамилией, да, что также как бы сейчас вызывает сомнения вообще в его диагнозе или в оттягивании времени, для чего это необходимо, мы сейчас не понимаем.
В связи с чем я хочу обратиться к вам с открытым обращением. Уважаемый Камчебек Кадрашаевич, возьмите это дело под контроль. Здесь замешаны органы власти, непосредственно прокуратура. Дело расследует ГСУ МВД, и дело расследует в отношении этого нотариуса само центральный аппарат ГКНБ, и этот человек не несет никакой ответственности, и никто из ваших сотрудников, ни из сотрудников Министерства внутренних дел не принимают меры. В связи с чем я вынуждена обратиться к вам для того, чтобы достучаться до вашего ведомства, для того, чтобы вы взяли под личный контроль это дело. Данный нотариус не отстранен от занимаемой должности, хотя он находится в розыске. Также осуществляет нотариальные действия по сегодняшний день. И большое покровительство, да, и большие связи, они должны быть все-таки прекращены. И каждый человек, который совершил преступление, он должен понести наказание.